Неопределенные местоимения some, any, no употребляются только с существительными. Давайте рассмотрим эти местоимения подробнее. Местоимение some употребляется только в утвердительных предложениях. При сочетании с неисчисляемым существительным обозначает некоторое количество. Можно перевести как немного или не переводить. There is some juice in the glass. В стакане есть сок. Don't worry, we have some time. Не переживай, у нас есть немного времени. При сочетании с исчисляемыми существительными во множественном числе переводится как несколько. I went to the shop and bought some oranges. Я пошел в магазин и купил несколько апельсинов. При сочетании с исчисляемым существительным в единственном числе переводится как какой-то. Some woman is waiting for you at the door. У дверей тебя ждет какая-то женщина. Как уже было сказано, some употребляется только в утвердительных предложениях. Но есть два случая, когда some используется в вопросительных предложениях. Первый случай, если мы кому-то что-то предлагаем. Would you like some chocolate? Не хотите шоколада? И второй случай, если мы что-то просим. Can I have some more tea? Можно мне еще чаю? Местоимение any выполняет функции some в вопросительных и отрицательных предложениях. Did you buy any bread? Ты купил хлеб? There isn't any coffee in the cup. It's empty. В чашке нет кофе, она пустая. Местоимение any может использоваться и в утвердительном предложении, но в таких случаях его значение будет любой, какой угодно, всякий. Take any book you like. Можешь взять любую книгу, которую захочешь. You may call me at any time. Можете звонить мне в любое время. Отрицательное местоимение no обозначает отсутствие чего-либо и может сочетаться с любым существительным, исчисляемым и неисчисляемым, в единственном или множественном числе. There are no mistakes in your dictation. В вашем диктанте нет ошибок. I have no problems. У меня нет никаких проблем. Обратите внимание, что отрицание может выражаться либо сочетанием not any, либо местоимением no. We haven't any food in the fridge. We have no food in the fridge. В холодильнике нет еды. В английском предложении не бывает двойного отрицания, поэтому глагол в сочетании с местоимением no должен быть положительным. I see no cars in the street. Я не вижу никаких машин на улице. Подписывайтесь на наш канал и заходите на наш сайт englesecrets.ru. Мы откроем вам еще много секретов английского языка. Учитесь вместе с нами.